алейкум, урметли денлейджилер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радио Куреш, программа «Званый гость». Я Асрет Лейла, и сегодня в гостях нашей студии очаровательная, обладательница нежнейшего голоса, талантливая Бульбуль Сесенен Сахиби, крымско-татарская певица Алие Хаджабадинова. Селям алейкум. Добро пожаловать в студию. Ассаляму алейкум, урметли радио денлейджилер. Скажу от себя, вот впервые вживую я вас услышала в стенах историко-культурного музея Зунчжырлы медресе. И, по-моему, это был 12-й год, «Алтын Юзук» песня. Я была очень впечатлена тем, что вы пели без музыкального сопровождения. Скажите, это у вас талант такой с детства, или это наработанный годами результат, к которому вы шли, либо это и то, и другое? Да, это, наверное, сочетание, потому что я начала петь еще, когда не умела говорить, я научилась петь, в общем, да. Первое, что я научилась, это петь, напевать что-то, потом это получались какие-то звуки, в общем, слоги, звукосочетания, вот. И я думаю, что вот я к этому именно стремилась, к тому, чтобы именно вывести чистоту пения, интонирование без сопровождения музыкального, потому что раньше, в старинку, в принципе, наши бабушки, дедушки наши так и пели, потому что под рукой не всегда оказывался музыкальный инструмент. Вот я хотела именно вот передать эту исконность, да, вот эту вот изюминку. Изюминку, да. Ну, это вот отлично получается у вас. Саунс. Расскажите, вот когда вы решили именно вот начать связать вашу жизнь с музыкой, и вообще есть ли музыканты у вас в семье? Ну, о том, что я буду петь и буду певицей, я знала с рождения, наверное, с детства. Никогда не задумываясь, говорила, что я буду певицей. Вот, у меня очень творческие родители, несмотря на их нетворческие профессии. Мама доктор, папа инженер-художник, он художник еще. Вот, он как бы любитель-художник, но тем не менее вот этот вот художественный вкус, любовь к музыке привили именно мои родители мне. Бабушка люди. мне пела, и вот песню, на которой снят клип, это песня моей бабушки, которая пелась мне неоднократно вечерами. Клип «Ягмур». Да, «Ягмур яга». Скажите, готовите ли вы что-нибудь новое? Конечно, у меня в планах очень много новых каких-то задумок, но это пока секрет. Ну, будем ждать. Насколько мне известно, вы работали в МДКЦ «Золотой ключик». А сейчас, как я поняла, вы работаете в Киевской школе педагогом. Это правильно, да? Да, я жила в Крыму еще не так давно, я сейчас просто переехала в Киев. В общем, я работала в Международном детском центре театрального искусства. Это и есть сейчас самый, наверное, мощный центр именно культурный, такой актерский в Крыму. Там проводится множество международных каких-то конкурсов, фестивалей театральных. Вот, я очень многому там научилась. Опыт, да, большой? Да, работа с детьми работа от 4 лет до 16. Это были большие группы по 20 человек. То есть в группе была очень интересная работа, я ее очень любила, но я переехала в Киев, и, естественно, я там устроилась тоже педагогом по вокалу, сейчас я работаю в частной школе вокала и преподаю, параллельно еще веду занятия на киностудии Довженко. В общем, вы все успеваете. Успеваю, еще в кино успеваю сняться. Это отлично. Что за кино? Это был фильм Ахтема Ситаблаева. О, это очень популярно. «Ее сердце». Да, я там снялась, правда, в эпизодической роли, но, конечно, это очень, очень интересная работа. Мне очень понравилось. Да, я снималась еще до этого в сериале украинско-турецком. Там у меня была роль даже уже больше не эпизодическая, а, наверное, больше второстепенная, потому что я была в роли ассистентки главного героя. Может, вы не пробовали переклассифицироваться на кино или как? Я буду совмещать. Я надеюсь, я буду совмещать все вместе, другое, да?
Понятно, спасибо. А вот говорите, преподавательская деятельность, да? Ну, все-таки, что вот нравится больше? Запись, концерты, то есть сольная деятельность, либо это преподавательская деятельность, либо опять-таки и то, и другое? Я думаю, одно другому не мешает. Ага. И вот в преподавании я совершенно другой человек, на сцене я совершенно другой человек, и дома я совершенно другой человек. То есть это 3 разных каких-то личности, может быть, даже 4 во мне уживаются, как и во всех людях, в принципе, да, Ну, просто мы не знаем о том, что у нас есть какие-то скрытые резервы, вот, и когда в какой-то ситуации они у нас раскрываются, да, вот так и со мной. А чем заряжаетесь? Откуда берете энергию, вдохновляетесь? И вообще, что есть полноценный отдых для вас? Вообще для меня полноценный отдых – это уединение, во-первых, какая-то, может быть, даже медитация, я не знаю, потому что сегодня, например, утром я встала, и я проснулась у моря, сделала дыхательную гимнастику, попела чуть-чуть, послушала музыку и потом начала уже заниматься своими какими-то делами. Вот это вот для меня такой релакс. Во вторую очередь это общение с интересными людьми. Вот, это меня всегда вдохновляло и вдохновляет. В общем, ну, естественно, это прослушивание хорошей музыки, просмотр фильмов, А какую музыку вы книг. слушаете? Я слушаю абсолютно разную музыку, но в основном это джаз. Джаз. Мгм. А вот скажите, пели вы дуэтом и с Асаном Хайретдиновым, и с Асан Беляловым, и С Асаном. да, и с ансамблем Хаят. Как смотрите на дуэты и с кем бы хотели еще оказаться на сцене? Кстати, вот, да, я как-то сегодня даже об этом и думала, так, вскользь. Да, пела с ними, интересная была работа, интересно работать просто с людьми, там сочетание характеров, смотришь, как это работает, это какой-то опыт определенный. Я не знаю, наверное, я еще не думала над этим вопросом, с кем я хочу спеть дуэтом. Ну а кто, с кем больше вот запомнился? Ну, запомнилась, и единственная сейчас, да, вот такая вот у меня, да, даже не сейчас, она была всегда, это Джамала наша, Ну да. да, любимая исполнительница. А какие планы на год? Есть ли недостигнутые цели? Нет, все у меня, Все в принципе, шикарно, да? шикарно, в Ну, шоколаде. замечательно. Нет, есть, у меня, конечно, есть, и хочу получить черный пояс по айкидо. О, даже так. Вы и там успели. Успеваю, да, потихонечку. Серьезно, вы занимаетесь айкидо? Ну, начала заниматься, да, и я вот надеюсь, что активно я буду этим заниматься и достигну вот в конце года, может Успехов быть. вам, успехов. Спасибо. Разносторонняя личность. Алия, очень хочется еще раз насладиться вашим нежным голосом. Как я говорила, очень нравится Эйлен Гузелим в вашем исполнении, но так как вот тоска по Крыму, хотелось бы услышать наш второй гимн «Эй, Гузель Хырым», если можно. Aluştadan esken yeller yüzüme vurdu. Balalıktan osken evge göz yaşım düştü. Men bu yerde yaşamadım, yaşlığıma doyalmadım, vatanıma hasret oldum ey güzel Kırım. Men bu yerde yaşamadım, yaşlığıma doyalmadım, vatanıma hasret oldum ey güzel Kırım. Çok sağ olunuz. Прям вот еле сдержалась, так хотелось подпеть, но не Надо хотела, подпеть. не хотела портить просто ваше исполнение. Çok sağ olunuz. И можно, пожалуйста, ваши пожелания радиослушателям нашим? Да, пожеланий у меня много, конечно, и я с удовольствием это сделаю. И, в общем, я самое главное желаю... Сегодня у нас праздник, День Конституции нашей Украины и независимости, День независимости Украины. Вот, и я желаю всем чувствовать себя независимыми, свободными, воспитывать своих детей
свободными, как нас воспитывали наши родители на нашей родине, да. И я желаю, чтобы мечты всех людей исполнялись, и они шли к своим целям, и не забывали о том, что нужно мечтать, о том, что нужно иногда быть детьми. Чохсаунс. Чохсаунс, дорогие радиослушатели, это была программа «Званый гость». У нас в гостях была, повторяю, была просто великолепная Алия Хаджавадинова. Всего доброго вам. Эта программа выходит при поддержке Международного фонда Відродження. Всего доброго. Сахнин Хаунс.